Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В Якутии с 2017 года реализуют проект «Местные кадры в промышленность». Власти региона постоянно взаимодействуют с крупными компаниями республики для трудоустройства местных жителей в предприятии реального сектора экономики. За все время работы проекта десятки тысяч якутян нашли достойную работу. О том, как реализуется проект сегодня, какие планы намечены на этот год, мы поговорим с гостем студии Георгием Борисовым, заместителем председателя Государственного комитета республики по занятости населения. Георгий Иванович, здравствуйте. Доброе утро. Ну вот с 2017 года начала работать программа. Скажите, сколько уже человек трудоустроилось в рамках местной кадры в промышленность? И, наверное, проект все-таки изменился за год своего существования. Да, действительно, вот этот проект, приоритетный проект «Местные кадры в промышленность» реализуется с 2017 года, и за это время трудоустроено 60 357 человек, местных жителей, которые постоянно проживают в республике. Данный проект нацелен именно на то, чтобы трудоустраивать. Вначале, когда мы стартовали, это была только промышленность, и туда мы привлекали местное население в промышленность. Было задействовано 5 компаний, но в последующем, конечно, развивался проект, и с 2020 года уже в проект включились отрасли строительства, дорожного хозяйства, ЖКХ, энергетики. Вот, и теперь участников 47 компаний. Вот, получается, по итогам прошлого года мы трудоустроили более 11 200 человек. Из всех трудоустроенных половина, порядка, получается молодежь до 35 лет. Это очень радует. Наша молодежь идет туда. Самыми такими активными компаниями, которые трудоустраивают местных жителей, являются, конечно же, «Алроса», «Колмар», это «Сахатранснефтегаз», по строительству «Рикавтодор», дорожного хозяйства, «Лорб», хорошо трудоустраивает, железные дороги Якутии, Якутскэнерго, Сахаэнерго. Вот эти компании очень много трудоустраивают местного населения. Получается, охват идет на всей республике, потому что вот когда слышишь местные кадры в промышленности, сразу думаешь о Мирнинском, Алданском, Нерюнгринском районах, потому что там промышленность, там что-то обязательно добывают. Да, сюда вот в рамках вот этого проекта в компании трудоустраиваются все жители со всех районов нашей республики. Все желающие могут туда подойти и найти свою работу, найти доход и как бы уже увеличить свое благосостояние. Ну, речь идет о названии проекта, да, «Местные кадры в промышленность». А может, за 7 лет были такие случаи, когда кто-то приезжал из других регионов и хотел как-то вот принять участие в программе? Но если приезжают из других регионов, они напрямую с компанией могут отработать и трудоустраиваться, но в рамках данного проекта трудоустраиваются только жители Якутии постоянно прописаны здесь у нас. Ага, это понятно. Скажите, а с какими трудностями работодателям приходится сталкиваться? Ну, конечно, промышленность, когда только мы начинали, например, туда особо местные кадры тоже не шли, и поэтому и квалификации не подходила, и сейчас тоже обращаются к нам граждане, которые не имеют квалификации, поэтому здесь одним из основных мероприятий является профессиональное обучение. Если вот эта квалификация не подходит или человек вообще без квалификации, могут пройти курсы переподготовки или профподготовки, получить необходимую квалификацию и трудоустроиться. Также реализуются мероприятия по стажерству и наставничеству. В прошлом году органами исполнительной власти, министерством, ведомствами совместно с Северо-Восточным университетом, техникумами и, конечно же, компаниями, которые задействованы в данном проекте, был разработан порядок, положение о наставничестве. Сейчас это типовое положение было как бы тиражировано по всем компаниям, чтобы они у себя тоже использовали. Конечно, очень радует, что компании вот этот
ну, в некоторых компаниях наставничество уже реализуется с 2014 года, вот некоторые только вводят, но тем не менее очень хорошо, что наставничество содействует в закреплении кадров. И как бы человек, когда трудоустраивается, у него мало навыка, умений, и наставник вот это подтягивает. И, конечно, в рамках вот этого наставничества, стажерства имеются молодые специалисты, которые только заканчивают или начинают трудоустраиваться. Они сперва трудоустраиваются в виде стажеров, им закрепляется наставник. Из госпрограммы содействия занятости населения стажерам доплачивается 18 700 где-то рублей, наставникам порядка 9,5 тысяч рублей дополнительно к заработной плате. И в течение 3 месяцев стажер натаскивается. Это после стажерства многие начинают трудоустраиваться на постоянные работы. А вот когда проект запускался, вы сказали, что было непросто, но это с чем связано? С тем, что, наверное, у тех, кто хотел принимать участие, не было какого-то доверия, что, ну, я отучусь, а потом профессию не получу. Но если программа появилась, значит, была потребность в местных кадрах? Да, потребность была, потребность остается и сейчас, потому что все-таки и производство расширяется, и движение кадров и так далее, сезонность работы, вахтовые методы. И в связи с этим все-таки те люди, которые действительно желают трудоустроиться, они могут. А в части трудностей, конечно, когда вначале были желающие, но особого представления со стороны местного населения было такое не то. Сейчас уже имеется опыт. Ребята, которые там отработали и работают, информируют, в этом содействует и Госкомитет занятости с центрами занятости населения. И сейчас информированность, я думаю, намного выше. Что касается потребностей, например, сейчас по промышленным компаниям только 2700 тысяч вакансий в нашей базе данных. Это портал «Работа в России», туда может зайти любой гражданин, посмотреть, какие востребованные профессии имеются, вакантные места, и подать заявление тоже через тот же портал «Работа в России». Заявление подается электронно в Центр занятости или могут подойти в Центр занятости по месту жительства. Самыми востребованными являются такие вакансии, как, например, машинисты, спецмашины и оборудование, водители, слесари, электрогазосварщики, горнорабочие, проходчики. А по специальностям это инженеры, мастера, техники. Вот такие. Скажите, а вот подготовка специалистов как проходит? Человек подал заявку рассмотрели, он выбрал профессию, по которой он будет работать в дальнейшем. Какие-то курсы специализированные проходят? Сколько месяцев занимает обучение? Да, Практика есть? перечень востребованных профессий утверждается Госкомитетом занятости, приказом Госкомитета занятости. И уже, например, со второго квартала, начиная с апреля, начинаются курсы профподготовки. Если у человека, который хочет трудоустроиться в какую-либо компанию, не соответствует квалификации, он может по этим востребованным на рынке труда профессиям переобучиться или получить дополнительную квалификацию, которая позволит ему трудоустроиться. Здесь курсы для граждан абсолютно бесплатные, плюс тому, что курсы организуются и за счет госбюджета, но и компании сами за свой счет тоже очень много ребят готовят за весь период реализации данного проекта. За счет средств компаний подготовлены более 5500 местного населения. За это очень большое спасибо компаниям. И такая возможность есть, поэтому я приглашаю всех желающих трудоустроиться в Центре занятости населения. Показатели очень хорошие, о которых вы говорите. Скажите, а какие планы на этот год?
По планам на этот год действительно будет проводиться такая же работа. Вы знаете, что когда наш глава республики Арсений Сергеевич вступил в должность, он первым указом утвердил меры по борьбе с бедностью. И в рамках данного стратегического указа нами разработан проект «Работающие в Якутии кадры». Сейчас он проходит процедуру согласования, и когда утвердится, уже данная работа будет более расширена. Получается, и отраслей будет больше, и направлений будет больше. Для местных кадров выбора станет больше, и удобнее станет, легче станет трудоустроиться в этом направлении. Тем не менее, более того, в своем послании президент страны отметил, что в этом году будут дополнительно дан старт 5 национальным проектам, в том числе национальный проект «Кадры», который заработает с 2025 года. Вот, таким образом, республика идет в ногу со временем, и работа в данном направлении ведется. Давайте подведем небольшой итог нашей с вами беседы. Обратиться для того, чтобы подать заявку на программу «Местные кадры в промышленность», можно через сайт «Работа России», можно прийти в многофункциональный центр. Есть ли, может быть, какая-то горячая линия или что-то связанное с госуслугами? Да, действительно, чтобы пойти работать в рамках проекта «Местные кадры промышленности» в этом году можно подать заявление через портал «Работа в России». Портал «Работа в России» также предусматривает возможность подать свое резюме непосредственно работодателям, которому хочет пойти трудоустроиться данный гражданин, да, и пройти онлайн-собеседование на платформе вот этого портала «Работа в России». А также, если есть трудности в работе по интернету или какие-то сложности именно обращения через «Работу в России», то можно обратиться именно в Центр занятости населения по месту жительства. Там инспекторы уже полностью и помогут создать, можно личный кабинет и подать заявление. Ну и самое главное — желание у того человека, который стремится что-то изменить в своей жизни, в частности, освоить новую. Если есть желание, то возможностей достаточно. Можно пройти, как я сказал, уже профобучение. Также работает программа стимулирования мобильности трудовых ресурсов, и через нашу линию могут получить проезд суточные и аренду проживания тоже получают. Георгий Иванович, благодарю вас за содержательную беседу. Я думаю, что многие сделают для себя необходимые выводы. Ну а мы, в свою очередь, будем всегда рады видеть вас в нашей студии. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.